Алло, Алло. وعليكم السلام. بفرمایید. Ассаламу алейкум ва وعلیکم السلام و رحمت الله. рахматуллахи ва زنده باشید. баракатуху. زنده باشید. Ман бисёр забони давлатии тоҷикиро эҳтироми бузург мекунам. Аммо бинед ки дар тамоми дунё форсизабонҳо, тоҷикзабонҳо ва даризабонҳо кам ҳастанд. Барои ҳамонам мехоҳам ки тамоми дунё фаҳмад. Зиёда аз 500-600 миллион мардуме ҳаст ки забони русиро на медонад. барои ҳавай имрӯза баромади шумо хело муҳим буд. Афсӯс ки шуморо хело бо гапои пучашон гапои ноҷошон хело вақтатонро гирифтанд. дар ҳақиқат вақт бисёр кам мондагӣ аст. Майрамби Шарифзода, независимый политический деятель. Я хочу все, что сказали до этого, и все, что в этой программе находится, очень коротко, ясно перевести на русский язык. Почему? Потому что дариязычных, форсиязычных и таджикоязычных в мире всего около 200 миллионов. Но мировым языком также является с 69-68 года русский язык. Слушателей русским языком где-то 600 миллионов. Поэтому хочу, чтобы весь мир узнал все, что творится в Таджикистане. Первое. Вопрос гуманитарного геноцида, гуманитарной блокады в интернете в Бадахшане. Только сотни тысяч людей в горном Бадахшане, горно-бадахшанской автономной области Таджикистана лишены связи с интернетом. Сотни тысяч людей не могут получить денежные переводы, чтобы обеспечивать свою семью первым необходимым для существования: питание, лекарства. Даже первое лицо горно-бадахшанской автономной области, которое является выходцем из горного Бадахшана, обманывает свой народ, обманывает весь мир. Почему интернет до сих пор не включен? Вот почему предпринимательница женщина обратилась к нему. И какой был ответ? Не могу, не можем. А этот министр связи Бек Сабуров несколько лет тому назад, когда ему задавали вопрос, почему интернет включает Таджикистан, он сказал: пуля попала в провод. Это как можно, чтобы в интернете пуля попала в провод? Поэтому сейчас Европейский союз по правам человека обязан немедленно заступиться за горно-бадахшанскую автономную область, чтобы обеспечить включение интернета, чтобы люди от голода, от холода в труднодоступной горной местности, находясь без денежных средств, без переводов из-за границы, особенно трудовых мигрантов из России, просто умирают. У них нет денег, чтобы купить лекарства, у них нет денег, чтобы купить первое необходимое питание, чтобы одежду, обувь купить. Вот этот вопрос надо поднимать. Это вот первый вопрос. Немедленно соединить интернет со всем миром, чтобы люди снять, чтобы вот эту гуманитарную блокаду. Гитлер, фашист, сделал блокаду во время Великой Отечественной войны Ленинграду, а сейчас Гитлер, фашист номер один, Эмомали Шарифович Рахмонов, первый террорист и первый преступник в мире, сделал вот такую блокаду для горного Бадахшана. Это стыд и позор. Второе. Неоднократно представители КНБ Таджикистана, министра обороны, самого Эмомали Рахмона посещали в последний год
Афганистан и Пакистан. Также принимал он представителей Пакистана у себя в Таджикистане. Речь вот о чем идет. В связи с выводом войск Америки и НАТО из Афганистана, Америка, НАТО и Англия ищут платформу для своей военной базы. Поэтому в течение многих лет идут переговоры, и этот бандит со своей семьей, который находится везде, боится вступать в Евразийский экономический союз. Почему он дочку свою отправил послом в Англию и Ирландию? Только потому, чтобы в любое время... Вот смотрите, дело в том, что 150 лет, 130 лет тому назад война шла за Бадахшан, за Таджикистан. Единственной в этом Средней Азии форсоязычными является, вы знаете, Таджикистан. Вот поэтому он хочет молча убежать от долгов со всей своей коррумпированной семьей, преступной семьей, от долгов, которые должен он Китаю, от долгов, которые должен России, вот именно дать плацдарм для военного полигона именно Бадахшан и Таджикистан. Чтобы все люди это знали. Люди, которые предупреждены об этом, миллионами собирают свои вещи, уезжают из Таджикистана. А он хочет со своим авангардом, со своими внуками просто за бесценок, за оплату проезда в самолете, чтобы оставили они их жене, чтобы повторить вот этот ужас исход 90-х годов. У него это ничего не выйдет, у него это не получится. Третий вопрос у вас. Народ устал от нищеты, от катастрофического обмана, от безысходности. Это вот абсолютная безысходность у людей. Рабочих мест нет, достойной зарплаты нет, все покупается, продается, даже, извините, должности дворника, должности, которые туалеты чистят, и то продают. Коррупция везде, коррупционная система полностью съела. Коррозия получилась этой коррупционной системой в системе государственного управления Таджикистана. Поэтому единственный выход для того, чтобы остался Таджикистан как самостоятельный, который имеет свой суверенитет, свой язык, свой народ, что сделать? Немедленно заставить уйти в отставку, свергнуть этого людоеда, этого террориста номер один со всей его преступной, коррумпированной, созданной организованной преступностью государственной системы в Таджикистане. Народ должен прийти к власти, национализировать абсолютно все заводы, фабрики, все, что есть в Таджикистане, чтобы оно принадлежало народу, принадлежало всем нам с вами, нашим детям, нашим внукам. Что я еще хочу сказать? Заставить надо его, чтобы он немедленно подал в отставку. Тем самым он хочет свою дочку отправить туда, он уже отправил ее, в случае чего переворот сделает, утром встанем, и вдруг окажется, что все войска НАТО и Америки находятся в Таджикистане. Почему? Потому что Таджикистан – это центр Центральной и Средней Азии. Как раз-таки Америка – враг номер один и Индии, и Китаю, и России. Вот что он хочет. Вот почему он свою дочку отправил послом Англию. Вот чтобы все знали, разгадка секрета немедленной отправки дочки президента Таджикистана в качестве посла в Англию заключается в этом. Почему? Потому что он хочет в действительности опередить ситуацию,
почему за эту территорию 150-130 лет боролась царская Россия, борется этот самый Россия, он хочет просто отдать вот именно Англии, войскам НАТО и Америки. И поэтому будет уничтожен весь таджикский народ для того, чтобы он не соединился с форсоязычными, с дариязычными Афганистана. Вот сейчас в Афганистане идет все время пуштунизация. Вот эти пуштуны Таджикистан за 3 дня уничтожат. Привезут сотни тысяч, миллионы пуштунов. Как сейчас в Афганистане они нападают на население с таджикским народом, с другими народами, хазарейцами, другими уничтожают, такое будет и в Таджикистане. Teşekkür ediyor. Теперь вопрос того, что его зять Сохибов, вместе с семьей Эмомали Рахмона миллиарды долларов должны талибам, должны афганцам. Почему? Потому что в действительности вся эта катастрофическое насилие над народом Таджикистана, над полностью трудностями Таджикистана. Таджики испокон веков были цивилизованный народ, грамотный народ, трудолюбивый народ. Если бы им дали бы возможность работать у себя, получать достойную заработную плату, 3 миллиона бы не было только в России трудовых мигрантов, гастарбайтеров, которых режут, убивают, уничтожают. И также со всего мира бы не возвращались в гробы.